Организация, которая более-менее можно получить нормальные условия по кредитованию. Я считаю, КМФ. Те организации других даже, может быть, и не слушают наши проблемы. А здесь и выслушают, и пойдут в положение. В молодости, в детстве, можно сказать, в раннем. Семья наша занималась тоже сельским хозяйством. То, что видели, что умели, к этому и вернулись. Семейный какой бизнес был, мы просто повторили его, получается. Любое крестьянское хозяйство взять, сельское хозяйство, это севооборот. А в нашем севообороте сейчас вот в данном месте, вот на этом поле 150 гектаров, 3 культуры. Лук, томат, кукуруза. Первый кредит в районе 7 миллионов брали мы. На посевную, там, на топливо, на семена, на удобрения. Когда курс доллара вырос со 150 до 270. Это 2014 год был. Да. Все оборудование у нас все в долларовых ценах было. Нам просто необходимы были средства. И если в тот момент мы не прокредитовались, нам было бы очень сложно. Организация, которая более-менее можно получить нормальные условия по кредитованию. Я считаю, КМФ. Те организации других даже, может быть, и не слушают наши проблемы. А здесь и выслушают, и пойдут в положение. Больше нам КМФ подходит. Раньше как пользовались мы? Идешь, просто под проценты занимаешь деньги, но кабальные условия были. А сейчас это все поэтапно, легче все это оплачивается. Да сейчас весь мир, наверное, пользуется весь бизнес, наверное, на кредитах. Вы какое-то ощущаете, может быть, удовлетворение от того, что вы создаете рабочие места в своем родном крае? Конечно. Конечно, людская благодарность, это очень многого, стоит. То, что работают люди, то, что получают зарплату, того, как они радуются, существует, это уже намного смотреть, как говорится, приятнее на жизнь. В такое сложное время, что пандемия, в прошлом году, в этом году вы продолжаете работать, и у вас все равно рабочие места, все очень стабильно, да? Конечно. Крестьянский труд всегда чище любого бизнеса сейчас, ныне существующего. Людей кормим продукцией своей, стараемся чистую продукцию выпускать, стараемся как-то духом чище быть даже, если стремимся людей не травить. В любом бизнесе, если он будет прозрачным, он будет дольше существовать и больше прибыли приносить.